Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня 2 мая. Вот смотрите, что творится на речке. Сейчас вечер, собираюсь на охоту. На охоту с ночевкой. Ну как с ночевкой? Там всю ночь придется переждать. Как станет темно, там буквально 2-3 часа. Ведь на вечернюю зорьку сейчас пойдем. Вчера уже я ходил на охоту, и, к сожалению, была охота неудачная. Вообще, такое, и вроде утки очень много было, но ни одного выстрела я не сделал. И где я сижу, где мой шалаш, там еще все мерзлое, лед стоит. И пришлось на другое место, пересидеть там на другом месте. Но, к сожалению, там место такое, что утки садились в стороне, или вообще перелеты в другом месте было. Лед идет полным ходом. Ходили мы 1 мая вчера было с утра. Такие заторы были на каждом повороте, а сегодня, вон, смотрите, что творится. На улице тепло, и ночью РП-5 показывает, что будет дожди. Я взял плащ, еду на всю ночь, топор, и придется также сделать другой шалаш на другом месте. Там у знакомого еще и заброшенный шалаш есть. Сходим туда, посмотрим. Может, там и будем сидеть, охотиться. Сейчас 6 час, где-то уже подходит к 6 вечера. И не будем терять время. Надо идти. И идти нам сперва переплывем на своей лодке речку, и там минут 40 еще придется идти пешком. Так что не будем терять времени и пойдем на охоту. И вот смотрите, какая красота. Ледоход 2017. Лед идет полным ходом. Все, пошли, поехали. Вот до того места нам надо переплыть. Там оставим лодку, и там уже будем шуровать минут 40 пешком. Вкратце, может быть, и буду снимать, показывать. Переплыли на другой берег. Мы уже на другом берегу. Вода прибывает. Вот с утра где-то сантиметров 30 резко так начала подниматься. Затары пошли, наверное. Где-то что-то вроде дождя пока не было, но может мелкие реки начинают открываться. Все, пойдем. Лодку оставляем. Закрепили, не уплывет никуда. Здесь течения нету. Вот здесь я сегодня ночью ходил. Как и говорил, уже 1 на 2 мая было. Ночь в 11, наверное, из дома вышел и сходил на охоту. Утренняя зорька, море уток, и ни одного выстрела не сделала. Близко даже не подлетали. А чтобы уже возле меня, чтоб сели утки, это уже не буду говорить. Не было такого. Вот еще снег. Ну, день второй, и этот снег тоже уже быстро растает. Мало уже осталось. Вот наш разобранный мост. Полностью не выпилили. Материал еще остался. Техника стоит, и тут уже новый материал. Для того, чтобы сделать новый мост в этом году. Раньше мост
каждую весну уплывала. Сейчас разбирают и делают из старых материалов еще. Ну, некоторые бревна еще не гнилые. И все уходит материал для нового моста. Первая стая уток. Вон как летают. Шилохвосты. Шилохвосты они далеко, высоко летают. Поднялись. Фу, такая жара, я еще тепло одет. Бушлат. Зимний, блин. А вон еще косяк. Блин, вон она. Ага, не косяк, а даже тоже шилохвосты вон. Даже невооруженным глазом можно увидеть шилохвосты. 4 штуки. Без очков я смотрел, как будто там показалось несколько еще. Больше, а нифига, 4 штуки только. Ну, вроде есть перелеты. Летают, обнадеживает. Фу. Конечно, намного интереснее, когда кого-то увидишь. Ночью тоже вот когда шел, там кругом утки сидели, в основном сиязи, широконоски там кричали даже. Но как расцвело, куда-то все исчезли, как всегда. Одним махом все поднялись и кто куда улетело. Так. Фу. Жарко. Так, будем шуровать. Шуровать. Так. Начинается болото. Все залито водой. Но, к сожалению, эта вода быстро уходит. Течет там ручьи. Как и весенняя охота. Все быстротечное тут. И весна, и вода быстро уходит с болота. Вот. Там тоже уже шалаши. Шалаши вон там. Вон шалаш. Гусиные профиля. Все на месте. Охотники не спят. Сейчас перед тем, как включить камеру, там 2 кряквы с правой стороны от дороги поднялись. Там 2 штуки их было. Кричали, что-то там они. С криком они улетели. Вот так выглядит наши болота вон весной. Осенью клюку тут собирают. Весной уток шмаляют. Нам еще топать. Много куликов. До черта их. Но я их не буду больше трогать. Я раза 2, наверное, стрелял. Один раз попался вообще вшивый. Я как бы пострелил, домой принес. В холодильник кинул его. А на следующий день беру, а там аж на перья они вышли. И коричневая аж там десятки штук их. Фу, противно даже стало. И после этого еще один раз подстрелил. Один раз. Так, сейчас еще. Там что? О, видели? Чучела там на месте. Чучела, профиля. Видели, как здорово все смотрится. Плавают так. Шалаш. Профиля гусиные. Чучела. Угу. Так, и второй раз, в общем, подстрелил я его, кулика. Ну и с уткой сварил, в общем, я его. Ну, он съедобный, стреляет, можно стрелять, добывать.
но мясо у кулика мне не понравилось. Как-то кисло-сладкий, как будто на вкус он. Нет, мне не понравилось. И больше это, после этого я больше их трогать не буду. Иногда бывает подлетают аж вообще в упор хоть стреляй. Но не хочу, больше не буду их стрелять. Немножко поднялся ветер. И чуть-чуть даже легче стало идти. Но ветер западный. Ветер западный. С запада, юго-западный даже. Ох, что творилось в эту ночь тут. Сколько уток тут сидело вообще. Угу. Такая лежня тут. Когда-то была, уже одни шпалы остались. И не знаю, сколько продержится, но этой дорогой уже скоро будет конец. Все. Свое отслужил. Больше уже, наверное, никто ремонтировать не будет. Угу. Одни шпалы. Идем по шпалам. Помните, подписчики, я вам показывал железный шалаш. Вот он, родимый. Я на буране подъезжал к ней. И тут еще второй. Два шалаша. Тут охотники тоже охотятся. Вон как все залито тоже водой тут. Их пока никого нету. Никого нету из охотников. Но все в воде. Все залито. Нам уже недалеко осталось. Сходим еще тоже посмотрим свой шалаш и будем думать, как быть, куда направиться, где охотиться. Ну вот, и наш шалаш. С мостиком немножко уже лед растаял, он как. Не знаю, как-то хочется на другое место сходить. Здесь еще лед. Через дня два можно и тут охотиться. Пока, наверное, сегодня не буду здесь. Чучела возьму, профиля, и сходим на другое место. Ветер вообще поднимается. Не знаю, как сегодня с охотой, что получится. Дождь, наверное, скоро будет. Ну да, в принципе, тоже есть. Угу. Откроется сегодня ветер, и если дожди будут, здесь лед быстро растает. Немножко уже осталось. Вроде как нашли этот заброшенный шалаш. Посмотрим. Сделан из доски. Сделан из досок. Давно уже тут не охотится охотник. Одноклассник мой тут делал. И вроде место тоже, я скажу, неплохое. Неплохое, чуть-чуть меньше воды, конечно, чем на том месте, где именно мой шалаш был. Но все равно, раз пришли, будем пробовать. Вот такая ноша с собой. У меня тут 25 штук профилей. Из ДВП сделано уже много лет, и ими пользуюсь. Будем расставлять тут. И еще шалаш надо, наверное, как-то замаскировать. Тут вообще уже все заброшено. Ё-моё. Фу, как же далеко. Еще лишних 20 минут
ходьбы. Но наконец-то дошли все-таки. Так, это бардак, вода тут. Ну что поделать. Если хорошие утиные перелеты будут, будем думать. Опа. Вот сколько их тут. Будем думать на будущий год что-то. Надо летом, конечно, поработать тут. Во-первых, надо новый шалаш капитальный из досок что-то придумать. И еще вот эту территорию где-то радиусом 40 метров хотя бы триммер принести и триммером скосить все это траву. И воды больше будет, как бы будет больше приманивать для посадки уток. Ветер, конечно, сегодня. Так. Ну все, будем обживаться, как говорится. У меня рюкзак еще такой тяжелый. Везде вода. Сухого места тут нету, я смотрю. Так, ладно, пока не стемнело, будем работать. Будем работать. И работа еще не початый край. Надо шалаш как-то более-менее маскировать. И с чучелами разобраться, куда и как. Чучел много. Чучел много. Что-то уток нету. Не нравится мне этот ветер. Ой, как не нравится. Может обломать нас с охотой. Может дожди еще будут. Все, за работу. 24 штук оказалось чучел у меня. Профилей. Такими. Вот как выглядит. Кругом. Такие 3 ряда поставил. Я думаю, не принципиально, как ставить там именно напротив ветра или еще. Главное, чтобы видели, чтобы чучел было больше. Все, первое, что мы хотели сделать, сделали. Вон. Все красиво. Сидят, ждут. Это замаскировать шалаш. Вот еще. Вот тут такая полоса. Надеюсь, будут именно сюда садиться. И здесь вот тоже такое открытое место. Круговую поставил. Будем ждать. Фу, темнеет. Надо быстрее шевелиться. Ну вот. Вот что у нас получилось. Пока на этот момент хватит. Ночь длинная. Как стемнеет, будем еще дополнительно подальше там из лесу можно перетаскать там, срубить что-нибудь, да. А здесь поблизости березы нарубил, тут замаскировал немножко. И пока я тут возился с шалашом, тут ко мне подлетали 2 широконоски. Там круг сделали, под выстрел даже подлетали. И обратно улетели. И вот сейчас вот на данный момент, вот смотрите, какая штиль. Опять все стихло. Такой шторм был, ветер поднимался. И резко все успокоилось. Не знаю, как там насчет съемки самой охоты будет. У меня штатива ничего с собой нету. Не знаю, как крепить, куда ложить видеокамеру. Что-нибудь буду пытаться. Как-то, может, и что-нибудь засниму. Но заранее ничего не обещаю. Фу. Да. И, конечно, всю охоту можно заснять на экшн-камеру. Пока экшн-камеру мы не купили, но что-нибудь да придумаем как-то. Может, и вот доска у меня здесь лишняя. Может, на доску как-то ставить камеру, пусть снимает. И доска тоже нужна под ноги. Там вообще гибель там воды.
посмотрите. Где-то сантиметров 20 воды здесь стоит. И придется сидеть. Но здесь у меня еще стульчик с собой есть. Походный я на эту доску сяду, на свои стульчики. Здесь 2 штучки вот так еще положил, эти березы. С собой пленку взял. Потому что обещают дожди. И может дождь, если будет, чтобы сюда постелить пленку и как-то чуть-чуть от дождя укрыться, в общем. Вроде все подготовили. Вот одно недостаток, что вот в шалаше тут нету пола и все в воде. Рюкзак никуда не положить, ни термоса, ничего. Не знаю, что придумать. Там еще подальше есть, где-то я еще видел, это разваленный шалаш. Если туда сходить, конечно, можно принести оттуда, если отвалилась доска какая-нибудь. Что-то надо придумать под ноги, чтобы пол хотя бы какой-нибудь был. Так, ну ничего. Это все будем ремонтировать по ходу охоты. Ночь длинная. Сейчас уже начинается вечерняя зорька, пока тишина, нигде выстрелов не слышно. О, блин. Фу. Еще одна чучела у меня заводская. Я ночью приносил 5 штук. Но сейчас уже у меня целый рюкзак вещей собралось. И только... вон еще утки. Или нет, это не утки. Нет, это не утки. Надо очки одеть. Я уже вообще без очков как-то мало что вижу. Ну, сели какие-то птицы. О, выстрел, первый выстрел. Все, надо уже спрятаться. А вот утки. Или это тоже? Эти птицы нет, это не утки. Это те самые птицы, которые сейчас садились возле чучел. Все остальное будем доделывать ночью. У нас ночью будет в запасе 2-3 часа, как стемнеет. Вот здесь сухое место, более-менее сухое. Да нет, нифига, тоже проваливался. Тоже нога в воде. Все, придумываем еще штатив. Надо немножко успокоиться. Чай попить. И уже наблюдать в шалаше. Может, какие-нибудь перелеты, надеюсь, будут. Главное, все утихло, ветра нету. Это самое главное. О, блин. Вот еще заводская чучела. 5 штук таких еще я брал. Но с собой только одну я взял. И еще это куда-нибудь поставим и начинаем охоту. Второй выстрел. Значит, какое-нибудь движение есть. Крутится туда-сюда. И так и не сел. Селезень шилохвоста был. Не знаю, еще если на круг пойдет, буду в лед стрелять. Что-то ему не понравилось. Стрелянный уже. Все, улетел. Успел выключить камеру. Сейчас уже дождь начался у нас. И придется совсем прекратить съемку. Я добыл вот здесь недалеко, метров 15-17, наверное.
селезень. Связь, вот он. Я добыл его. Вон, связь. Первая утка весенняя, 2017. И еще возле него еще сели две шилохвости. Две шилохвости. Одного из них я подранил, и как бы ориентир я взял, он улетел. Ориентир вон сухое дерево. Вот, он куда-то в лес упал. Это утром будем искать. Сейчас пока бесполезно туда идти. И сейчас еще немножко там 2 налета еще было. Видел несколько уток и звук гусей был. Гусиные звуки я слышал. Где-то гуси. И все. Везде уже тучи собираются. Наверное, начнется вообще дождь. Сейчас уже немножко моросит. Он еще живой. Первая утка. Связь. Хорошая, прекрасная утка. Ждем дальше. Не знаю, еще будут или нет. Жалко, что вас снимать не могу. И как назло, вот буквально вот я снял видеокамеру и все так неожиданно получилось. Мгновенно как-то. В принципе, нигде не стреляют. Вот сегодня утром, ночью хороший перелет был. Много стреляли, а сейчас пока тишина. Не знаю, до утра подождем. Сейчас еще светло. Прицеливаться уже как-то как сядет на воду утка, и не очень так и мушка видна. В основном летают шилохвости. Шилохвости и чирки. Сейчас вот по Лымве, вот здесь недалеко уже параллельно этому болоту Лымва течет, и по течению спускается моторка Судзуки, как по звуку я. И здесь, наверное, затор, что-то он притих. И течение гудит такое. Может там избушка, может еще что, может туда и остановились. Я по Лымве, можно сказать, не ездил, не ходил. Не знаю, где какие избушки. Все уже начинает темнеть. Потихонечку идет дождь. Я еще тент, как бы крышу себе заделал тут. Вот крыша. Плащ у меня. Еще пленку брал, но пленка, вон она светлая, как... Я передумал его вешать. Пока пускай плащ там будет. Посмотрим. Вот в этой стороне, вот здесь вот одна чучела заводская, которая вон. Вот заводская. И возле него и селезень сел. А кряквы, он не кряквы, а шилохвость чуть дальше. Чуть дальше вот. И с двухстволки вот как бы один выстрел селезня и второго тоже вот как бы выстрелил на, не знаю, ну стопудово там недалеко в лес куда-то он метров максимум 25-30, наверное, пролетел там еще. Снега мало, можно поискать, походить. Все, пока съемку заканчиваем. Ладно, сейчас уже дождь совсем начнется. Кругом утки вообще. Совсем уже темно. Тут кряква где-то сидит, вот в сумерках, не знаю, на камеру видно, не видно. Вот связи. О, хороший.
Надеюсь, слышно. Вон они. Невозможно снимать. Видеть это речана. Я тоже ору. Я в Чили недалеко. В этой стороне. Что-то крутятся. Ох, я конечно, бесполезно пока снимать. Нифига не вижу. Чуть в сторону сели. И всю ночь, наверное, здесь будут сидеть они. Угу, уже сидят. Все, пока выключаю.